Негизи бүгүн ушу залда отургандын көпчүлүгүнүн айыл чарба секторуна тиешеси бар да. Айыл чарба секторунан бир топ отурушат. Анан азыр келатканда бир маалымат сурадым отделден жөнөтө койгула деп. Маалыматта да жөнөтө коюптур. Мен муну көтөрө келгеним билесиңер, мына шайлоо убагында өзгөчө бир топ талапкерлер Кыргызстанда 6 жылда эчтеке жасалган жок, дегендей мындай деп айтпагандын баарын айтты эле. Мына официальный, расмий маалымат келди. Я когда ехал сюда, я помню, что по указу большинство награждаемых сегодня это представители аграрного сектора. И я попросил дать цифру по 2009 году, сколько было выдано кредитов, под какие проценты. Вот такой мне дали справку. В целом за 2009 год на сельское хозяйство всеми банками Кыргызстана выдано кредитов на общую сумму 2,5 миллиарда сомов. Средняя ставка по кредитам составила 26,8% годовых. Это... И сравните 2017 год. Выдано 6 миллиардов сомов, но выдано от 6 до 10% годовых. Больше того, вот вчера мы обсуждали стратегию развития страны до 2040 года. И, конечно же, там есть проект «Ирригация». Есть решение Совета Безопасности страны, чтобы только на ирригацию, на ирригационные проекты крупные было выделено до 1 миллиарда долларов. Вплоть, чтобы были взяты кредиты и выделены на ирригационные проекты. И предварительно планируется за ближайшие где-то 2018-2026 годы построить 46 крупных ирригационных объектов, только крупных. Почему я об этом говорю? Я во время выборов ездил по стране, да и сейчас езжу, конечно. И, может, многие забыли, но я помню, что было со страной. Вчера я ездил в военную Антоновку через новостройки. Я помню, как 6 лет назад я ездил по новостройкам, на новостройки, и там были грунтовые дороги. Была грязь, слякоть. Сейчас там как автобан, прешь как по автобану. И это предприятие военной Антоновки, на котором будет работать около 400 рабочих в будущем, это только одно из тех, которые открылись уже в этом году. А с каждым годом им будет становиться больше, больше и больше. И, конечно же, здесь я хотел бы сказать громадное спасибо нашим труженикам села, нашим предпринимателям в области промышленности. Я помню, как несколько недель назад я открывал консервный завод в Сокулуке. Вот сидит директор этого завода, один из руководителей завода. И я помню, как мне рассказывали, что те, кто этот завод открыли, они начинали с того, что арендовали место на Ошском рынке, по-моему, на одном из рынков. А теперь они открыли завод, где будут работать уже десятки других людей. Урматтуу мекендештерим, мына Кыргыздын жакшынакай сөзү бар да, жанагы Атамбаевдин убагында эчтеке жасалган эмес, Кыргызстан өзгөргөн эмес дегенде сөздөрдү укканда мен бир татынакай Кыргыздын сөзүн эстемде дайыма. Көрө албастык деген. Көрө албастык. Булар көрө албайт да. Кур'аны Керимде де жазылган. Жолду көргүсү келбегендерге жолду көрсөтө албайсың деп. Анткени булар ушу
Kırgız göçünün, Kırgız elinin yolun görgüsü yok. Ulardın yolu başka. Kuday buyursa, memleketimiz hazır taptakır başka. Mına bugün realini sektörden bu yerde öküldörü oturat. Mına ben açık ettim, şu realini sektörden öküldörünün arasına Bişkek şahrı menen Oş şahrının merlerinde koşuldu. Ankeni bu ekimer realini işte görgöstü açık ettim. Realini işte kendi görsetti. Kırgızstanda bilbem, ben Kudayga ming mertebe razımın. Albatta har bir gündü sanavatam, batırak bütçöken, batırak getip bir uhtasam kedem günütünü. 8 gün kaldı dep oturan bir gün buyursa. Bирок Kudayga şükür. Çındığında şu 6 yıldın içinde jönдөп iştegenge 3 yıl verişti damaga. Agaça en bilesinger, je joldu bu, je administrasyonu basıp alat, je oştukun, je jalabatkın, je alaydıkın, je agıyga asılat. Kızık ele 6 yıl oldu açık etkanda. 26 yılda ele görünüp ketti. Anan albatta uşunday kıyın mezgilderde silerge okşagandor, pikirleşlerim bolboganda, silerge okşagan sanalaşlarım bolboganda, men de mınday jüktü götür albay sınıp kalmakmın. Şu sizlerge barыңızlarga okşan için çoğun rahmat barыңızlarga. Bar bolуңуздар. Menin pikirleşlerim, sanalaşlarım. Лев Алексеевич, я хочу сказать, что вот в эти трудные годы, 6 лет, ну реально-то дали нормально поработать 3 года, а так, да фактически и больше даже, и в 2010 году я занимался экономикой, помню, везде деньги искал, наверное, вы, помните, что это я решил вопрос с поставками бензина с Россией. И вы знаете, было страшно тяжело временами. И, конечно же, если бы не такие единомышленники, как вы, если бы не простые люди страны, не пахари, скажем так, ну, я бы такой груз не выдержал бы. Было временами просто страшно тяжело. Потому что, тем более, что, вы знаете, предыдущие власти сделали так, что и после тех президентов и мне мало кто верил. Например, в некоторых районах во время выборов 2011 года я взял по 12-13% голосов. Было и так. Но вот сейчас они обещали вернуть эти голоса. И вернули, честно говоря. Не буду называть эти районы. Было очень тяжело, и с Божьей помощью, конечно, мы прорвались. Есть хорошая поговорка. Нас бьют, мы крепчаем. Мы стали только намного крепче. И будем еще крепче, потому что люди другие, страна другая. И, конечно, мы можем быть счастливы только в этой стране. Только в этой стране, на нашей родине. И многие, и вчера на Совете по устойчивому развитию, когда мы смотрели программу 2040, ну, говорят, все ли это достижимо или нет. И в то же время вспоминают, когда мы принимали программу, стратегию до 2017 года, ну, этот год включительно, тоже многие не верили. Как это можно выборы делать по биометрике, как можно там что-то другое сделать, армию сделать, как можно сделать дороги в Бишкеке и так далее, как можно строить дороги там вообще по стране. Все вопросы в основном решены. А там, где вопросы не решены, там заложены такие пути, такие фундаменты, что эти вопросы, конечно же, будут решены. Но еще раз повторяю, я бы ничего этого не смог бы сделать, если бы не ощущал поддержку народа Кыргызстана. И за это вам низкий поклон. Спасибо вам всем, громад.
И, конечно же, если бы не простые люди, которые переживали, особенно я помню, когда в прошлом году у меня схватило сердце, перегрузка такая сумасшедшая. Я получал от граждан Кыргызстана такие теплые письма от простых людей, от пенсионеров. И я понял, что все-таки не зря я эти 6 лет надрывался, как на каторге, потому что, вы знаете, и руководить вот эти 6 лет было очень тяжело страной, потому что полный бардак был в стране, вы прекрасно знаете. Ни армии, ни милиции, ни силовых структур. И как мне сказал тогда один китайский министр, говорит, намного легче руководить Китаем, говорит, чем Кыргызстаном. Там 1,5 миллиарда. Намного, говорит, легче. Реально было так. Сейчас, конечно, другая страна. И я со спокойной душой передаю новому избранному президенту, правительству Кыргызстана. И я спокоен за будущее страны. И, конечно же, я спокоен, потому что я знаю, что в стране есть такие люди, как вы. В стране есть такие люди, как вы. Я помню нас в школе, я учился в советской школе, в совхозе имени Стрельниковой. И я помню, мы зубрили стихи: «Гвозди бы делать из этих людей, в мире бы не было крепче гвоздей». Это вот про людей, граждан Кыргызстана. И Крым, и Рим, и 2 революции прошли, а страна только вперед идет. Танки грязи не боятся. Только вперед идет страна. Кудайга шүгүр, урматтуу менин мекендештерим. Мына мен үчүн абдан сүйүнүчтүү күн. Анткени мына Кыргызстан кадимкидей бутка туруп атат. Бүгүн да мына бир топ мамлекеттик сыйлыктарды берип атам. Сүйүнүп берем барыңарга, анткени ар бириңер татыктуусуңар. Силерге рахмат. Силердей жарандарыбыз Кыргызстанда көбүрөөк болсун. Силерди карап балдарыбыз силерге окшоп өссүн. Анткени албетте эң негизги бу эмгек. Эң негизги эмгек. Эмгек. Баарынан жакшы нерсе эмгек. Ошондуктан эмне дерлем, баарыңыздарды бүгүнкү мамлекеттик сыйлыктарыңар менен куттуктайм. Баарыңыздарга узун өмүр, чын ден соолук, жалаң гана жакшылык каалайм. Бала чакаңардын жамандыгын көрбөгүлө, аман эсен болгула, бактылуу болгула. Жараткан элибизге биримдик, жерибизге берекет берсин. Поздравляю. Поздравляю с наградами. И давайте тогда перейдем к церемонии награждения, а то вы заждались, я чувствую. Тут охрана вас замучила, наверное. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы.